Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема» и гость в студии — главный государственный инспектор труда, советник Государственной гражданской службы Российской Федерации Хусайн Багаев. Здравствуйте, Хусайн. Добрый день. Государственная инспекция труда в Чеченской Республике, насколько мне известно, контролирует соблюдение трудового законодательства, защищает права граждан. При подготовке к этой программе наша редакция собрала самые волнующие вопросы наших телезрителей, и мы сегодня попытаемся вместе с вами ответить на них подробно. Давайте попробуем. И такой первый вводный вопрос у меня, Хусайн, к вам. Вот в большинстве случаев с какими вопросами сталкивается трудовая инспекция? Что волнует работников прежде всего? Из общего количества можно выделить в первую очередь вопросы оплаты труда. Часто люди обращаются к нам, порой действительно их обращения бывают реально требующие вмешательства инспекции труда, порой не очень по своему незнанию обращений бывает. Вот такие вопросы рассматриваем и решаем, так что вот такие ситуации с этим. И первый наш вопрос от телезрителей касается, кстати, оплаты труда. Скажите, Хусайн, в какие сроки нужно выплачивать заработную плату? Есть определенные сроки? Сроки выплаты заработной платы законом установлены. Их необходимо фиксировать работодателю. Действующее законодательство предусматривает 3 документа. Ранее действующая редакция было вернее, все 3 подряд, в данном случае из 3 документов, перечислим их сейчас, это значит трудовое законодательство, трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор. На сегодняшний день достаточно в одном из документов указать этот сроки выплаты заработной платы. То есть эти сроки могут быть разными? Можно передвигать их, но обязательно выявляется выплата 2 раза в месяц. Значит, по окончанию первый период законом определен, значит, так называемый в народе аванс. С 1 по 15 число, по окончанию этого периода, значит, выплата может производиться с 16 по 30 или 31. Второй период у нас предусмотрен законом с 16 по 30-31. Выплата за второй период может быть произведена с 1 по 15 число следующего месяца. Но между выплатами не должно быть более 15 дней. Меньше должно быть, больше никак нельзя, потому что уже будет являться нарушением законодательства. Понятно. А может ли работник заменить кредитную организацию, банк, так скажем, в которую должна быть переведена заработная плата? Да, этот вопрос законом, порядок такой предусмотрен. Значит, работник может обратиться к работодателю письменным заявлением за 15 дней до выплаты, очередной выплаты. В этом случае работодатель обязан переводить заработную плату работника на тот счет, который указал работник. Отказ работника в переводе — это есть нарушение, за которое предусмотрена ответственность. А между организацией и банком должна быть какой-то договор, соглашение, чтобы выплачивать? Есть зарплатные проекты, но независимо. Может, у работодателя будет зарплатный проект в одном банке, но этот работник пожелал перейти в другой банк. Это его право, соответственно, оно должно быть реализовано. Обязан ли работодатель извещать работников о составных частях заработной платы, о размерах и об основаниях произведенных удержаний? 136 статья Трудового кодекса обязывает работодателя извещать о составных частях заработной платы. То есть весь состав, может быть, премии, там какие-то заслуги, все доплаты, и об удержаниях с указанием основания удержания заработной платы, в конечном итоге выдача. Путем выдачи расчетного листка, путем выдачи осуществляется это информирование работника о составных частях заработной платы. А в каком размере можно произвести удержание из заработной платы? В зависимости от обстоятельств закон предусматривает случаи, конечно, но не более 20% от заработной платы работника. То есть от общей заработной платы, значит, это задолженность перед работодателем, может быть, это другая задолженность. Есть исключительные случаи. Допустим, если исковое производство на этого человека имеет несколько дел исковых, то может это удержание дойти до 50%.
Но есть еще один вариант в случае причинения вреда уголовного преступления до 70%. Вот интересно людям вот такой вот вопрос. В какие сроки должен быть произведен расчет при увольнении? Расчет при увольнении должен быть произведен день увольнения. Если нет соглашения между работником и работодателем, другие сроки не рассмотрены. А так, статья 140 предусматривает день увольнения, полный расчет всех сумм от работодателя, полагающихся работнику. А что входит вот эти расчетные суммы? Расчетная сумма – это люди иногда думают определенные эти деньги, но в данном случае речь идет о задолженности работодателя. То есть может быть какие-то задолженности, допустим, в виде неполученного отпуска, этот отпуск компенсируется. В середине месяца, если часть работы он отработал человек, эти тоже доплаты туда пойдут. Но бывают случаи, когда этих сумм не бывает, потому что если человек увольняется в конце месяца, после получения заработной платы, в случае отсутствия, то есть он всегда свой отпуск использовал, компенсация за отпуск и так далее, у него других сумм не будет. То есть может быть и такая ситуация, Да, никаких да, выплат да. не будет. Предусмотрены ли законом для женщин с малолетними детьми перерывы для кормления ребенка и на какой период времени? Значит, действующее законодательство предусматривает перерывы на кормление ребенка женщинам не менее 30 минут через каждые 3 часа. То есть женщина имеет право получить его, работодатель, он определит не менее, больше может работодатель определить, но не меньше. Значит, при наличии двое и более детей, то минимальное время составляет 1 час. И также представляется этой женщине в любое удобное ей время. Может ли женщина сама определить порядок использования перерывов и производится ли оплата этих перерывов? Значит, женщина может определить самостоятельно удобное для нее время, то есть это может быть начало рабочего времени, свои перерывы, 2 А перерыва. как-то договариваться с работодателем нужно? И договариваться не нужно, она право имеет на это. Она просто письменно подаст заявление, что предоставляли или в начале рабочего, или ей удобно в конце, в середине, это ее право реализовать, которое она может. Отказ, опять же, не предоставление, является опять нарушением. Какой должна быть продолжительность рабочего времени для инвалидов? Для инвалидов закон предусматривает, инвалидов не всех, первой и второй группы предусматривается сокращенный рабочий день. То есть не более 35 часов в неделю. Это может быть примерно пятидневки, там каждый день на час меньше. Если люди работают по 8 часов, у него будет установлено 7 часов. Но оплата получает зарплату такой же в полной мере. А какие есть особенности режима рабочего времени несовершеннолетнего работника? Ну, С несовершеннолетний какого работник. возраста вообще можно работать? Работать можно с 14 лет, при этом согласие родителей нужно. Значит, устанавливается сокращенный рабочий день. Значит, если 14 лет человек предоставляется, там разрешается до 4 часов в день работать, значит, но есть опять другие условия. Если этот же подросток учится, то не более 2,5 часов работы. Ему сокращенно такой рабочий день устанавливается. Соответственно, также примерно до 18 лет лица, которые работают, у них сокращенный день до 35 часов. Неделя тоже сокращенная до 35 часов. Так что вот такие варианты. Какая продолжительность обеденного перерыва установлена трудовым законодательством? Вот такой у нас вопрос от телезрителя. Обед, конечно, святое дело. То закон предусмотрел, поэтому, значит, минимально 30 минут, максимально 2 часа. Соответственно, это уже А кто устанавливает минимум, работодатель устанавливает с учетом мнения при наличии профсоюзного органа, в правилах трудового распорядка, внутреннего трудового распорядка устанавливает вот этот порядок. А часы, вот, например, с 12 или с часу, кто устанавливает именно перерыв? С какого периода времени? Именно с учетом специфики работы
представитель, к сожалению, не всегда и не везде есть профсоюзы, но при наличии они должны участвовать, они должны совместно принять решение. Это является представителем коллектива, профсоюзного органа. Соответственно, вот такой ситуации при А наличии. так сам работодатель, да, устанавливает? Работодатель, да, в принципе, да. Следующий вопрос. Какой продолжительности дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда предоставляется У работнику? нас есть рабочие места с вредными условиями труда, но, к сожалению, не во всех случаях, вот как вы сказали, отпуска в полной мере не предоставляются рабочим, даже просто по незнанию специалистов. Случаи такие были, когда предоставлялось 3 дня, 5 дней. Закон предусматривает минимально 7 дней. Это дополнительный отпуск, который идет к основному. Так То что есть имеет можно оплачивать. вместе, да, как бы Можно и отгулять вместе, этот можно раздельно, но так же, как и основной, он оплачиваемый отпуск, чтобы люди разного мнения бывает тоже, и считают дополнительно, значит, он без оплаты. Так, как можно узнать, вредные ли условия, где работает человек? путем проведения специальной оценки условий труда устанавливаются на рабочих местах кто наличие вредных проводит? факторов. Это есть специальная организация, имеющих экспертов своих, оборудование соответствующее, которое все прошло проверку. Они устанавливают. Примерно, нам кажется, допустим, офисный работник, там вроде бы как ничего нет такого вредного. Это не Безобидная цех, да, работа, не да? сварщик, не цех. Фактически элементарная вещь, когда обнаружится там превышение электромагнитных волн 2 раза или 3 раза, соответственно, это уже вредный фактор. Соответственно, там должен быть или принять меры по устранению этих факторов, если в случае невозможности и компенсационные меры, то есть выплаты там или выходной там и так далее. А вот позвать эту организацию и узнать, например, на вредной ли работе работает данный человек. Это чья Здесь инициатива должна быть? это обязанность работодателя, действующий законодатель предусматривает 214 статьей, выявлять вредные факторы, которые есть на работе. Должен быть заключен гражданско-правовой договор между этой организацией, эта услуга платная. Соответственно, согласно при наличии этого договора, эта организация приезжает со своими инструментами, приборами, специалистами и изучает полностью все рабочие места. Где есть, где нету, указывается в конечных документах в результате проверки. А если все-таки определили, да, что вредная работа, кроме дополнительного отпуска, есть какие-то В зависимости, льготы? какие факторы, какие выявлены, есть, конечно, есть повышенная оплата труда, значит, есть, что еще, досрочные пенсии предусматриваются, примерно у сварщиков фактически, практически везде обнаруживается, значит, пенсии у них досрочные получается, можно выход на пенсию. Вот такие дополнительные есть там варианты. Так, и следующий вопрос. С какого периода времени считается стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск? По закону предусматривается по достижении 6 месяцев человек имеет право наступает. Но при этом же у работодателя есть не обязанность, тоже право, есть до достижения 6 месяцев по каким-то причинам работнику нужен этот отпуск. На усмотрение работодателя он может предоставить его. То есть не Ну нарушается да, по трудовое истечении законодательство. 4 месяцев работодатель может предоставить. А как оформить замену части неиспользованного отпуска денежной компенсацией? Закон позволяет примерно о том же вот дополнительный отпуск, о котором мы говорим. Есть такие отпуска, как, допустим, за ненормированный рабочий день. Есть примерно, бывает, за выслугу лет, это, который устанавливается в коллективном договоре организации. Вот такие отпуска, примерно, заявив в письменной форме, работник может получить выплаты за этот отпуск. А обязательно, который должен полностью использовать 28 дней. Следующий вопрос касается донорства. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день предоставляется ли выходной работнику? Да, конечно, у наших граждан порой появляется представление такое, если он пошел, сдал в нерабочее время кровь или компоненты,
он считает, что ему ничего это не положено или не дадут. Может, и работодатели некоторые считают, что ему не положено. Нет, положено. Если этот работник в любое время, выходной, праздничный, Без ждал, разницы. независимо от этого, ему предоставляется отдельный отдых, время отдыха. Засчитывается ли в трудовой стаж отпуск по уходу за ребенком? Отпуск по уходу за ребенком, значит, больничные листы, временный нетрудоспособность период, все засчитывается в стаж работника. Следующий вопрос. Предусматривает ли трудовое законодательство дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами? Лицам, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, это может быть отец, мать, там, бабушка, дедушка, опекуны. Законом предусмотрено 4 выходных в течение месяца, оплачиваемых выходных. То есть помимо основных Основных, выходных, то, что мы дополнительных, имеем, в неделю 4 один день дня. получается, Это, да? Еще опять же, дополнительно. выбор уже за этими людьми. Помимо этого, закон предусматривает еще 14 дней без сохранения заработной платы этим лицам в течение года. Когда использовать это право работника его, но только эти 14 дней на следующий год не переходят. Если не использовали. Да, если не использовать. Но и не оплачивается. Эти Это не оплачиваем 14. Оплачиваем 4 дня, это законом предусмотрено. И тоже сопутствующий вопрос по данной тематике. Может ли работодатель отказаться предоставить работнику, осуществляющему уход за детьми-инвалидами, дополнительные выходные в тот период, о котором просит работник? Нет, не может. Он должен дать те выходные тогда, когда нужно этому работнику. Мать, там, отец, кто бы там ни был. Потому что закон так предусмотрел. Неисполнение этой просьбы обращения этого работника будет тоже наказываться. По какой статье лучше уволиться с работы, на ваш взгляд? Лучше всего по собственному желанию или по соглашению сторон. Другие стороны лучше не использовать. И не рассматривать. Не рассматривать даже. И вот, подводя итоги, вот несколько вопросов для наших телезрителей, чтобы знали, как обращаться, куда, как вам обращаться в трудовую инспекцию. Расскажите, Хусейн, вот как грамотно написать обращение в трудовую инспекцию? Для того, чтобы написать таких особых знаний инспекции труда не нужно. Там элементарно, каждый, куда бы мы ни писали заявление, мы пишем свои личные данные. В этом случае при обращении там нужно не обязательно указать работодателя. То есть максимально есть информация, которая есть, значит, название его правильное, ИНН правильное. Нам это поможет нам быстро найти этого работодателя и, соответственно, решать эти вопросы. Других сложностей там нет. Какие-то дополнительные документы, что-то... При наличии каких-то документов, связанных с проблемой этого работника, желательно представлять, потому что оно облегчит нам работу, и быстрее мы будем уточнять, прав ли работник или работодатель. Если какие-то нарушения, они выявятся быстрее. А сколько длится сама проверка трудовой инспекции? Закон 248 предусматривает о контроле и надзоре, предусматривает для всех надзорных органов 10 рабочих дней, 10 не календарных рабочих дней. Есть особенности в отношении, значит, микропредприятия. В течение 10 дней можно находиться там с проверкой в течение 15 часов всего. Значит, для малых предприятий ограничены 50 часами. Может 10 дней, может я по часу буду проходить, но не более 50 часов я могу находиться там. А остальных, как положено, все эти 10 дней. То есть не больше, в течение Не больше, 10 дней да. уже решается любая проблема. Да, плановая, не плановая, в течение 10 дней. Это не так уж долго. Ну, Быстро недолго, решается конечно. проблема. Честно сказать, для проверяющего мало времени. И вот, подводя итоги, так скажем, вот ваша организация фиксирует статистику поданных жалоб или обращений за год, например? Если да, то каково это количество вот, за 2025 год? Все жалобы фиксируются, все они обрабатываются до конца, пока полного не будет решения. Соответственно, статистиками ежемесячно отчитываемся Роструда. На сегодняшний день я немножко выписал статистику, которая у нас есть.
Значит, за 11 месяцев у нас прошедших получается обращений у нас где-то в пределах 284 обращения у нас за 11 месяцев 2025 года. Это много или мало, если сравнивать за Это прошедшие периоды времени? за периодом прошлого года, это аналогичный период 2024 года, у нас получилось 118 обращений было. Но это в разы больше. Это А в связи больше. с чем, на ваш взгляд, вот эта Наш, цифра ну, преобладает? трудно сказать, но одно скажу, что большинство, около 90% этих обращений из других субъектов поступает А нам. как такое возможно? Так как вот у нас есть работодатели, которые у нас стоят на налоговом учете, но фактически осуществляют деятельность в других регионах, в разных То регионах. есть надзор за ними тоже вы ведете, Да, независимо от того, потому где они что, находятся, да? потому что фактически они у нас зарегистрированы, поэтому нам тоже приходится. Вот и за счет этого увеличился, нам кажется, рост этих заявлений. И главное, что интересно, большинство из вопросов, в каждом случае примерно из 284, 183 по оплате труда. Так что и аналогичная ситуация по 2024 году тоже. Оплата труда – это больной Да, вопрос. это максимально большие вопросы по оплате труда. Хусейн, и вот у меня последний вопрос. В случае разногласий или споров между работодателем и работником, чью сторону займет Государственная инспекция труда? Государственная инспекция труда сторону закона займет, так как руководствуется над законом. А сама организация, работодатель может к вам обратиться? В любое время, как и другие, мы представлены в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках. Есть официальный сайт в интернете, так что можно электронно обращаться, можно личный прием ведется. Есть у нас телефон дежурный 22 26 46, консультируемый по телефону, так что любые варианты. Хусейн, я думаю, что эта беседа была очень интересной для наших телезрителей, так как у работающих людей вот всегда возникают разного рода вопросы. Я благодарю вас за участие в нашей программе и напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии был главный государственный инспектор труда, советник Государственной гражданской службы Российской Федерации Хусейн Багаев. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».